Всем привет, меня зовут Борис Усмонов, это YouTube канал Имшап. И сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях популярный исполнитель, сын таджикского народа. Это самый главный фактор, Даниил Рустамов. Салам алейкум. Салам алейкум, Борис. Спасибо за приглашение. Как ваше настроение, Даниил? Да, все отлично. На улице солнечная, очень приятная погода. Что для вас общение? Селфи, интернет, соцсети, лайки, фолловеры, популярность. Конечно, мегафон. Это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, межличностное общение и группами межгруппов. Чё? С новым тарифом «Включайся, общайся» ты получишь безлимитные мессенджеры и безлимитные социальные сети, а еще 3 гигабайта интернета и 500 минут на вызовы по Таджикистану. И все это за 99 самани в месяц. Понятно. Мегафон. Все начинается с тебя. Интересный такой вопрос. Если я не ошибаюсь, ваше настоящее имя Дониор Бегалиев. Правильно? Дониол. 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 Да, не Р. Дониол. Что это обозначает? Значение этого имени, это означает, что как бы Божий суд. Понимаешь? Понятно. То есть Бог мой судья, как бы. Бегалиев – это фамилия ваша Фамилия официальная. моя, да, официальная. Официальная фамилия. Рустамов – это, получается, как и Даниил. Рустамович – это как бы мое... Отчество. Да, отчество. Отчество. Вы себе выбрали сценический псевдоним Даниил Рустамов. Могу сказать, почему. Давайте. Потому что, когда я еще учился в школьное время, мне просто было интересно забить свое имя в Гугле. Ага. Я всегда хотел, чтобы, когда вбивает мое имя, чтобы я выходил там, как бы, да, там информация, как бы, ну, я смотрел, как бы, в Википедии, там люди какие-то, там имя, и про них написано. Я всегда хотел такое. Вот, и один день чисто, вот ради интереса, в школьное время я забил свое имя, Бегалиев Даниил, вот. И выходит один кыргызский певец. Есть тоже такой певец. Бегалиев Даниил, вот прям точь-точь. Тоже поет, там как бы известный. И я вот не хотел, чтобы вот путали меня с ним. Поэтому я вообще удивлялся, почему ко мне добавляются много друзья из Кыргызстана, из Казахстана. да. Вот. И я такой подумал, что надо поменять мое имя на что-нибудь другое. Вот. И поэтому я поставил свое имя и имя своего отца. Как бы Даниил Рустамов. Да. Понятно. Ваша творческая карьера сначала начиналась в танцевальной школе «Новая эра». Почему неожиданно вы пошли по другому пути и решили продолжить карьеру, сменив танцы на пение? Значит, так было. Вы до сих пор хорошо танцуете или? Да, я танцую, но как бы сейчас уже немножко не в форме, так скажу, уже. Мне изначально очень нравились танцы, так скажу. Вот я смотрел там клипы Крис Брауна, как он танцевал в своих клипах, и я прям хотел так. Там Джастин Тимберлейк танцует, Бруно Марс танцует, я такой думаю, все. И я думал, что я буду танцевать. Но я одновременно и как бы занимался музыкой, да, как бы. И одновременно меня тянуло к пению. Поэтому я изначально, первоначально решил для себя, что я пойду сначала на танцы, немножко как бы поучусь и параллельно буду музыкой заниматься. И так и было. Я пришел в танцевальную студию «Новая эра», познакомился там с Азизой и вот потанцевал у них. Пару раз там научился. Меня взяли в свою команду, я с ними выступал, танцевал. И параллельно тоже музыкой занимался. Получается. Вот. Понятно. Есть так, в плане популярности посмотреть, наши соотечественники узнали о вас в 2016 году. Да, в 2016 году. После вашего участия на шоу-передаче, которая называлась X-Factor в Украине. Да, да. Кто вам предложил раскрыть свой талант именно в этом проекте? Никто мне это вообще не предлагал, потому что была у меня такая мечта, чтобы вот пойти на любой проект вообще телевизионный. Но самое главное, чтобы заявить о себе. Да, вот главное заявить о себе, что я вот из Таджикистана, я пою круто, и вот, типа, смотрите, да, вот. И сначала я пошел на «Голос», куда меня вообще не взяли. Что сказали? Ничего не сказали. Я спел им, они такие, спасибо, типа, выходите, мы через, там, не знаю, 5-10 минут вам скажем, кто прошел. Ну, а туда заходят по десятке, 10 человек, как бы одна группа, и все поют, и все как бы выходят, и там уже они
как бы объявляют и говорят, что вот из этой десятки проходит вот этот Вот и этот, вот вот этот, этот. и все. И в первый раз меня не взяли, я очень сильно расстроился и такой думаю, ну нафиг это пение, не буду петь, короче, Ну. буду танцами заниматься или работать. Потом один день я просто сидел, и мне просто какая-то девочка написала, что вот она услышала мои каверы где-то, и вот она вот работает в таком проекте X-Factor, и как бы они ищут интересных людей для шоу, вот. Окей. И они меня пригласили и устроили кастинг даже просто через сеть. Сказали мне, что просто я им Демку отправил свою, да? демку, Мы видео, послушаем, да. посмотрим. И они послушали, через день мне написали, что вот 26 июня или июля вот мы вас ждем в 6 часов, или было это или 7, вот по этому адресу в Киеве у вас будет телевизионный кастинг. И я собрал все свои вещи, манатки и все. Сразу в Сразу Украину. в путь, да. Понятно, понятно. Какая концепция была у этой передачи? Концепция этой передачи, чтобы собрать как бы нужных людей в команды. Это все, эти программы, они очень похожи, как «Голос», «X-Factor», там есть определенные наставники, ты попадаешь в команду, оттуда как бы как идет какое-то соревнование, в конце остаются 4 человека, и из этих 4 один выигрывает, становится знаменитым, берет деньги оттуда, и как бы славу, и... Ну, это все реально Идет- насчет денег, на самом деле. Да, да, это, реально. Даже когда я в «Голосе» участвовал, там за каждый эфир там платили деньги. Ну, примерно сколько? Примерно... За один эфир. Там, скажем, первый этап был у вас, да? Первый этап, да, Потом это- четвертьфинал, Да, полуфинал, Да. и все в итоге. Это зависит от каждого этапа, сколько они будут платить. нет. Или... Каждый этап определенная сумма, чтобы как бы, если вдруг кто-то не проходит в первый этап, чтобы они как-то не обиделись, чтобы Я понял. какая-то выгода была. Ну, там за эфир, там, не знаю, 10 тысяч как бы давали. 10 тысяч рублей. Да, Это где-то получается 1500 самон. да, ну как бы... 1500 за да, один эфир. да. Независимо от того, что это Ты четвертьфинал. проходишь, не проходишь, Не проходишь, ты будешь получать. Да. И все остальные расходы, там, костюмы. Все они сами берут на себя, да. Этот вопрос про X-Factor. Ага. Почему после того, как все члены жюри единогласно вас выбрали, вы больше не участвовали в этом проекте? Вот, многие думают, что я там не участвовал или не знаю, каким-то образом оттуда исчез. Но, Но дело было так. Я прошел. Чтобы человек попал в команду, и? там надо было пройти 4 этапа. Окей. 4 этапа. Там Вы только жестко. первый этап Я прошли. только первый прошел. Мгм. Потом нас взяли в этот тренировочный лагерь, где все участники были. Всех собрали в одно место и сказали, что сейчас я буду называть имена. Кого в списке не будет, вы можете идти домой. Все. Да. То есть люди, они прошли, получили 4 «да». Женщина вышла и сказала, что как бы вот, ребята, мы вас будем сейчас делить на команды. Там были как бы и группы, и сольные. Они делили, получается, одну группу с 3, получается, сольными как бы исполнителями и делали одну группу. Кто-то, если как бы не попал или кому-то не досталась группа, все, вы можете пойти домой. И я такой думаю, как? Я же прошел как бы. Мгм. И? И в итоге я попал в команду, но многие люди, там, которые получили 4 «да», там прям очень крутые, не попали вообще Абсолютно. во второй этап. Да, это было странно, во-первых, но я попал все-таки на второй этап, и мы выступили, мы пели песню Rihanna «Umbrella», получается, вот с командой. Думаю, это видео такие... Нет, потому что они это вырезали, я так смотрю. Они показали. многих вырезали, да, Да, оттуда. Вот, и было еще и третье выступление. У вас? Да. Вы Вот, и второй прошли, получается? да, второй мы прошли. Третий уже был этап, где вот поединок Ага. с тем человеком, который ты был сольно в команде. Там было 3 человека. Мгм. Вот. И я попал с одним человеком там, как бы это был баттл такой. Понял. Вот, и мне дали вообще такую фиговую песню, просто это, которую я не знаю, и там было все вот так стрессово, потому что все это проходило в один день. Они снимали, всех отправили домой, те, кто там не попал в команду, и сказали, что вот через час Ага. вы все должны быть вот в этом месте, взять песню себе. А там список песен очень ограниченный, то есть ты прям должен выбираться и брать это.
короче, просто какая-то суета там была. Вот. И, Ну, неорганизованно, да? Да, или они специально так делают, чтобы испытать артиста вот в таких суровых Условиях. Да, условиях, обстоятельствах. И вот мы как-то взяли песню американскую, сделали. Потом утром в 8 часов всех отвели на съемки, до 12 часов снимали. И в третий день в 12 часов нам дают новое задание, чтобы мы на утро на 8 часов приготовили песню. Это было просто нереально, знаешь. И что в итоге? В итоге? В итоге я вышел и спел. Я сонный вообще. Просто начал петь там. И в какой-то момент я слова забыл и начал просто импровизировать. И они такие, типа, вот, мы выбираем другого человека, вот этого. И ты, короче, не проходишь. Вот. И все, на этом мое участие там как бы закончилось. Я собрал все вещи и обратно в Москву. Как ты себя чувствовал в этот момент? Если честно, я хотел побыстрее домой, оттуда свалить, потому что было такое стрессовое такое состояние. Вроде привели в какой-то лагерь, где есть все условия, но нет времени для отдыха, вот не было. В «Голосе» не так, они тебе дают где-то месяц, чтобы ты подготовился на следующий этап. И ты приходишь там регулярно. Ты где готовишься? Там у них есть свои репетиционные базы, где ты собираешься с наставниками, и вот там выбираете песню. Ну, все там организовано. Все там организовано. Это вот на таком уровне я еще не видел нигде просто. В 2017 году ты участвовал на шоу в передаче, которая называется «Песни». Песни, Это да. на телеканале ТНТ было. Да, да. Но, к сожалению, именно в этом проекте, проект, который называется «Песни», вы не прошли в командный этап. Да, да. Да, в чем была причина? Здравствуйте, меня зовут Даниэль, я из города Душанбе, представляю Таджикистан. Здравствуйте, Даниэль. Первый участник из Таджикистана. Ну, первый участник, который вышел, представился. По моему мнению, нам дали песню, которая вообще мне не подходила, и даже многим людям там не подходила. Но главная задача там была, чтобы была эта командная работа. То есть я там как-то вообще не проявился, потому что эта песня, не знаю, «Ой, мороз», там какая-то Ой, была. мороз, да. Блин, я не знаю, или там какая-то другая была, но суть в том, что это была русская национальная песня, нужно было ее как-то сделать по-современному, вот. И мы сделали, и я как бы... И там были ребята очень много там. И какую часть мне выделили, я там сделал, спел, и... Но в итоге это жюри не понравилось. В итоге они сказали, что типа вот я там, то есть никак не проявился, поэтому на этом типа пока и все. И я такой думаю, Кто из ладно. наставников больше тебе нравился в плане объективности? Тимати или же Макс Фадеев? Поначалу я думал, что Макс Фадееву я был ближе, потому что он там первым мне сказал да, и как бы вот в первом этапе от него было много вот как бы внимания. Думаю, ну ладно, Тимати как-то нейтрально относился, но все сделала как бы Вера Брежнева, когда она всех, короче, там заткнула. Там много чего осталось за кадром просто. Там у нас был небольшой такой... Спор? Конфликт, не конфликт, а такой словесная перепалка с Максимом Фадеевым. После этого он начал просто в дальнейших этапах против меня, короче. Из-за чего, какой конфликт был, если это не Вот, секрет? я там сказал, что как бы и я хотел эту песню посвятить для Веры Брежневой. Я только хотел сказать, и Максим такой, хватит, типа, слов, не надо, как бы давай, типа, пой, и мы как бы потом, типа, оценим все это. И я такой, окей, хорошо, типа, и начал петь. Когда выступил, когда Вера сказала да, там вот это. Потом я сказал, что так как вы не дали мне высказаться, я эту песню хотел как бы посвятить для нее. Ну, как бы спасибо ей за то, что она сказала да, и все это. И это как-то его задело, так скажем, его немножко гордость какую-то. И вот в дальнейших этапах он против меня просто был. Но Тимати поддерживал меня. Недавно вы в одном из своих интервью сказали, что если лейбл Black Star захочет с вами сотрудничать, вы им откажете. Да. В передаче «Песня» одним из членов жюри был Тимати, и в соответствии с условием передачи песни он должен взять под свое крыло одного из участников этого проекта. Да.
Если бы он в данном проекте предложил вам с ним сотрудничать, вы бы отказались? В тот момент я бы не отказался. Но сейчас? Но сейчас, да. Почему? Потому что я думаю, что это как-то невыгодно. Потому что там, когда подписываешь... Контракт? Да, такой вида контракт. То есть ты от этого получаешь пользу, Но. как бы пиара, там, тебя знают, и, там клипы тебе снимают. Не будешь зарабатывать, правильно? Ты зарабатываешь вообще просто не Какое будешь соотношение процентов? Ну, там 90 на 10. 90 на 10? 90 на 10. Ты не знал? Нет, я Да. думал хотя бы там 30 на Нет, 70. ты чё, что-то. если так было бы, то все бы туда... Многие артисты лейбла Black Star работают именно по такому Ну, контракту. многие так. Скруджи так работает, и вот сейчас Терри так работает, Назима так работает, Денимус так работает. Ну, вот я не знаю насчет L1 и Крида, потому что они более как бы... Раскрученные. Да, раскрученные. У них вот я знаю, что я где-то слышал, читал, что у них побольше. Вот у них где-то 20 или 30 на самом деле. Вот, прикинь, он если попал в какой-то список Forbes, какой-то вот со своими 30%, просто подумай о общей этой сумме, сколько они зарабатывают, да. Исходя из этого, я думаю, что надо просто самому делать. Меня очень смотивировали многие артисты, которые сами делают свои... Например? Например, Тима Белорусских, там, Рауф Файк. Они работают без продюсеров, без музыкального лейбла. Да. И сами зарабатывают. Такая была цель, чтобы стать популярным в Таджикистане, вне Таджикистана. вы сейчас, я думаю, что достигли этого. Я думаю, что еще нет. Потому что только территория России, это я просто не хочу ограничиваться только этой территорией. Если знают Дэнни, то, не знаю, должны знать во всем мире, я так думаю. معاشرت برای شما چیست؟ селфи, интернет, шабакой, иҷтимоӣ. Лайк, фолловер, машҳур будан. мегафон ин раванди мураккаби серпаҳлу буда ҷиҳати муқаррар намудан ва рушди тамос миёни одамон муошират байни шахсӣ ва چی؟ با طرفای نوی بیا فعال باش مسنجرها و شبکه‌های اجتماعی بلیمید رو دریافت می‌نمایی با 3 گیگابایت اینترنت با دیگر سامانه‌ها و 500 دقیقه برای زنگ زدن در داخل تاجیکستان تنها با 99 سامانی در یک ماه. فهمو. مگافون از تو آواز می‌گردد. В прошлом году вы участвовали в телевизионном проекте «Голос» на Первом канале России и дошли до полуфинала. Да. Это очень хорошее достижение. Да. Расскажите, как проходили первые кастинги в этом проекте, потому что прежде чем выступать на сцене и в слепых прослушиваниях, ваш талант должен оценить музыкальный директор Первого канала Юрий Аксютов. Юрий Аксютов, да. Когда вы участвовали в проекте X-Factor, одним из членов жюри был популярный продюсер Константин Меладзе. Да. Вы говорили о том, что именно из-за него участвуете в этом проекте и мечтаете, чтобы он сотрудничал с вами. Да. В проекте «Голос» одним из наставников тоже был Константин Меладзе. Когда вы выступили в слепых прослушиваниях, 3 наставника, кроме него, повернулись к вам. Вы сильно расстроились, когда он вас не выбрал? Нет. Это все начиналось, когда я лежал в койке больницы. У меня была как бы операция, я такой лежу и читаю одну книжку визуализации, там вот мысли материальные, которая называется «Четвертое измерение». Есть такой доктор Йонги Чо, вот я читал его книгу. И там я просто представил, вот, что я в каком-то проекте, вот, и я вот не знаю, каким образом я увидел, вот просто во сне увидел как бы Константин Меладзе. И сцена там красная была. А когда я попал в X-Factor, я думал, все. То есть этот сон был об этом, что как бы я встречусь с Константином Меладзе, значит, все будет хорошо, как-то я буду с ним сотрудничать. Но там сцена была вообще другого цвета. И то есть потом, когда я уже попал в проект «Голос», я вспомнил, что я видел сон, как это была красная сцена. И я с ним здороваюсь с ним. Но дальше я вообще ничего не видел. И когда я просто вспомнил это все, я такой думаю, значит, этот сон был про «Голос», потому что... Ну, как бы это déjà-vu. Да, такое, да, как бы... Ну, это работа мозга, что ли, я не знаю, это какое-то вот видение есть такое, что если ты хочешь вот реально чего-то достичь, ты должен это визуализировать, видеть. Он знал вас? Он меня узнал 100%. Я не знаю, почему он не повернулся, может, я его не удивил, но потом, второй случай, когда я только приехал в Москву, меня друг пригласил на съемки «Голоса», чисто чтобы быть там в качестве телезрителя, там сидеть, хлопать, когда тебе там дают команду. И вот я сидел,
И там был Баста. И я снова себя вот там представил, что я буду там сидеть и петь, и Баста будет смотреть и оценивать меня, как бы. Вот. Потом я попал вот так же. И просто эти два видения, цели просто воплотились в одну. И там был и Константин Меладзе, И Баста. был и Баста. Но потом я как бы попал в «Голос». И как это все там начиналось? Я пришел снова уже 4-й раз в проект «Голос», где у меня Это уже у есть... тебя там все знакомо, уже каждая Да. дверь. Как будут объявлять, кто прошел, кто не Да, прошел. я уже как бы относился очень проще к этому. Я думаю, ладно, если пройду, если нет, нет. Не обидно. Да, не обидно, потому что уже за спиной есть проекты песни, X-Factor, то есть ничего Да. не страшно. Когда я прошел на проект песни, я параллельно пошел на проект СТС «Успех». Ага. И там тоже прошел, но я выбрал проект песни. Первый этап, как он прошел, именно проект «Голос»? Я пошел, там не было Юрия Аксюта. Там меня слушали другие, вот. И я спел для них. Я им понравился, они сказали, типа, выходи. Сейчас Юрий Аксюта, если в течение вот этого всего придет, то мы тебя еще один раз послушаем. Если не придет, Если не придет, то как бы... ты прошел. Да, я прошел. Потом он пришел, Аксюта. да. Уже десятка спела, меня попросили подождать, сесть там где-то. Вот, я там сидел, там многие там уже пели, потом меня с другой десяткой снова завезли туда. Угу. Да, я сказал, что вот, я из Таджикистана, я хочу попасть в «Голос», это как бы вот моя мечта, я уже 4-й раз у вас здесь. Они такие, что, 4-й раз? Типа, мы тебя не помним, да, сюда. Я им сказал, что в этот раз моя анкета очень, типа, крутая, вот, у меня там, вот, аудиозаписи там тоже прикольно звучат, мы хотим, чтобы ты участвовал, как бы. Я думаю, о, классно, но говорят, что вот снова, типа, вот пошли, что вот вы сейчас тут плохо поете туда-сюда, вот так, не по анкете. Я говорю, как не по анкете? Они такие, давай спой вот эту песню, которую ты нам отправил. Я спел так же, они такие, ну ладно, все понятно, типа. Вот. Я спел одну русскую, одну английскую, потом снова одну русскую, еще английскую, вот. Потом вышел, и они мне сказали, что вот из этой десятки проходит Даниэль Рустамов, и там еще какая-то девочка, вот, и все. Да, и так я уже попал, получается. Сколько дней занимались обучением, репетициями со своими наставниками? В этом проекте у вас были 2 наставника. Изначально вы выбрали Ани Лорак, и потом Сергей Шнуров вас выбрал. С кем из них вам больше понравилось работать? Хочу отметить то, что когда ко мне повернулся Шнуров, Ани Лорак и Баста, я очень хотел попасть сначала к Басте. Там же вот, когда вы пели, у вас уже да, это было в голове, да, что я сейчас выберу Басту. Да, но каждый наставник выбирает по 12 человек себе. То есть получается 48, то есть участников всего. Но Баста уже к тому времени уже выбрал себе 12 человек, но и одновременно повернулся ко мне. В прошлом «Голосе», когда сидел Баста, я прям сидел вон там с правой стороны, и я вот сказал себе, что когда-нибудь придет мой час, я буду петь, и Баста будет меня слушать, но я выбираю Лорак. Там вырезали, но я сказал, что как бы вот был один момент, я сказал, что типа вот я хотел выступить перед Бастой, но, к сожалению, у вас нету места для меня, я выбираю Ани Лорак. Они вот вырезали это, и поэтому это как-то выглядело нелепо, что спасибо, Баста, но я выбираю Лорак. Типа сделал какой-то облом. Это шоу, это интересно было. Вот. А на самом деле там не было просто места для меня, но он хотел как 13-го участника взять. Такое думаю, невозможно. Если они захотят, то возможно. Но поэтому я выбрал, говорю, нет, я выбираю Ани Лорак, потому что она близка по творчеству, по духу. Но Шнуров ворвался на меня просто, что давай ко мне, но я не знаю, его творчество мне не понравились, но когда я потом с ним познакомился, он такой крутой чувак просто. Обучение сколько дней проходило? Это шоу, они могут показать, что это все проходит какое-то долгое время, но на самом деле у каждого наставника есть свой вокальный коуч, который, тренер по вокалу, который будет... Персонально у каждого? У каждого есть свой какой-то ассистент. Там чисто по вокалу, да, они с нами занимались.
Они только приходили в первый день, чтобы давать нам песни. Потом последний день, это, не знаю, через 2 недели, это типа уже показной перед членом жюри. И они там потом говорили свои пожелания, что здесь вот так, вот так, вот так. И потом генеральная репетиция с оркестром. Они там присутствуют тоже, там на сцене, на площадке. Да, получается, мы с вокальным преподавателем Аней Лорак занимались, очень крутая женщина. Света, если не ошибаюсь, ее зовут, вот. Мы с ней занимались. До вот этапа Лейла, где я пел песню, мы с ней занимались. Многие в социальных сетях писали о том, что причина проигрыша в полуфинале была из-за выбора вашей одежды. Вы выступали с желтым ремнем в черной одежде. Что думаете по этому поводу? Это проект, и там уже примерно уже знают, кто выиграет. Ага. Был этап, где каждый наставник Но. спасал кого-то, да? Ну. Кто ценней? Того, кто спас, или того, кто выбрал ты изначально? Скорее всего, кого ты выбрал изначально, кто у тебя в команде, а не... Но. Потому что это будет считаться, что вот если ты спас кого-то, и он вот в итоге выиграл, получается, эта команда другого наставника все-таки выиграла, потому что изначально... Вот из этой какой-то неразберихи, то есть вот эти участники, которые были изначально выбраны в команду, они более ценнее. Поэтому Рушана Валиева, вот, она была более как бы важнее, Чем ты. чем я, потому что я был из другой команды. И также вот все вот эти наставники, они слили потом в конце всех вот этих, кого спасли, понимаешь? Но я еще далеко прошел, понимаешь? Говорят, можно за деньги проходить определенные этапы. Как объясни нам, это возможно или невозможно? Есть вероятность или нету такой вероятности? Чисто мое личное мнение, что до 6-го вот сезона что-то было такое. Что типа ты платишь деньги, там как-то что-то пытаешься пройти как-то, потому что были реальные случаи, когда реальным участникам, то есть они говорили, ты хочешь как пройти, вот сейчас слепое прослушивание, плачу столько денег, и вот и ты проходишь. Примерно сколько стоит, чтобы пройти? Ну, не знаю. Мне кто-то говорил, что это стоит где-то 300 тысяч или 400 тысяч, чтобы пройти один этап. Ну, почти что полмиллиона рублей, чтобы пройти первый этап. Так как «Голос» уже немножко потерял свою аудиторию, и так как я там поговорил с одним из там продюсеров, как бы, да, они там вообще полный состав вот этих людей, которые занимаются «Голосом», они поменяли, ну, кроме вот Юрия Аксюта, который он там как бы постоянно. Там какой-то состав там реально поменяли, поэтому они уже начали по-другому все это делать. В этом году, по вашему мнению, все было честно? Да, я думаю, что в этом году все было честно. Вы женаты? Нет еще. Нет еще. Девушка есть, встречаетесь? Есть девушка, встречаюсь. Свадьба скоро? Пока, думаю, нет, потому что я еще не самореализовался. Источник вашего заработка сейчас? В данный момент у меня есть свои заказы там. И я как бы выступаю. Заказы, получается, на каких-то частых мероприятиях? Да, корпоративы. Сколько стоит ваш гонорар? Когда я участвовал в проекте еще до X-Factor, я не знаю, потому что вот когда меня заказывали здесь, как бы, чтобы я выступал, ну, грубо говоря, я вот помню, я сказал где-то, наверное, $1000. Ну, еще когда был X-Factor. Но сейчас, я не знаю, у меня, если провести, вот, не знаю, там, 2 сета, там... Сколько, по 20 минут, по 25? Ну да, по 30 минут, если это какой-то корпоратив, то это примерно 1500-2000 как бы, долларов там. Но еще есть одна работа, получается, повседневная, которая стабильная, кроме этих как бы заказов. Это, получается, я иногда выхожу петь в Чехану номер 1, там, где платят сейчас уже 10 тысяч за как бы час, получается. 10 тысяч рублей за час. Ну, сейчас вы в основном зарабатываете на счет своих выступлений. Да, выступлений, потому что, ну, сейчас пока студент, как бы нет времени работать. У вас какая специальность? Какой У меня универ? специальность, получается,
эстрадно-джазовый вокал. Ого. Да, и как бы 4-й курс уже в этом году должен как бы заканчивать. Если я получу диплом, то это означает, что я могу спокойно преподавать тем, кто хотят научиться правильно петь. Будете жить в Москве, когда закончите, или же здесь? Дома хорошо, конечно, лучше, но я думаю, что в Москве и в Европе, в Америке там больше перспективы. Я хочу как бы как творческий человек сам расти. Почему вы в своих выступлениях, Данил, больше поете песни группы Imagine Dragons и Бруно Марса? Если честно, это как-то случайно получилось. Это случайно Что, получилось? да, они вот выбрали... Ну, первую я сам выбрал Бруно Марса, потому что эту песню я хотел давно сам спеть. Вот. А второе, они сами выбрали эту песню Believer. Третье, когда я уже попал в команду Шнура, они увидели прежнее выступление Believer, сказали, что вот эта группа больше подходит, поэтому давайте вот он споет эту песню, которая сейчас недавно как бы новая, то есть Да, относительно это классная новая. песня, мне нравится. Natural. И вся идея, вся вот выход на сцену, как бы вот это все было спланировано, получается, самим Шнуром, как бы он сам организовал. Imagine Dragons и Бруно Марс не являются вашими кумирами? Или Бруно являются? Марс, как бы, с какой-то части, да, Бруно Ну, Марс Imagine является, Dragons Imagine тоже- Dragons тоже хорош. Классные. Классные они, но я не скажу, что я от них прям очень сильно фанатею, но От кого фанатеешь? The Weeknd в последнее The время. Weeknd в Да. последнее время. Да, потому что вот The Weeknd и Frank Ocean, вот они прям очень крутые, я не знаю, они вот меня вдохновляют сейчас. Почему вы до сих пор не записали свои авторские Да, песни и не согласен. сняли хотя бы один Клип, клип? да. В этом плане я немножко не преуспел, так скажем, вот. Потому что работа, учеба и как бы домой, там вот какие-то, не знаю, повседневные дела, там, и я как-то не задумывался об этом. Не Но- успеваешь? Да, Я думаю, что уже пришел тот момент, когда ты должен сделать свое. согласен, Уже согласен. потому что ты прошел все этапы, ты стал популярным. Поэтому мы, скорее всего, ждем авторских песен. Да, согласен с тобой. Я пишу свои песни, они есть. Они есть. Уже 5, Есть на русском, на английском. они все на английском. В интернете в вашей биографии указано, что вы отлично владеете корейским языком. Владел. Да, где вы Чуть-чуть, его как бы. изучали, было ли причина знакомиться с ним? Когда я еще не пел, Но. я учился корейскому языку, потому что были люди, которые из Таджикистана отправляли как бы студентов. В Корею? Да, в Корею как бы учиться. То есть не студентов, а как бы школьников, которые заканчивают уже в Корею. Вот. И я учился, и многих людей как бы отправили туда. Я попал вот в тот период, когда, не знаю, как-то прикрыли эту контору, что ли, я не знаю. Ну не повезло тебе. Да, Опять. вот снова не повезло в этот момент, и я прям очень так сильно... только с этими, с телевизионными передачами. Я тебе могу сказать, еще было одно невезение, если ты знаешь, программа Flex, которая отправляет в Америку. В Я Америку. 3 раза до конца проходил, приходил в интервью, вот так мы сидели, общались, и мне говорили, то есть вообще не звонили, потом, когда мы звонили, говорили, что, к сожалению, вашу анкету не выбрали, вы в Америку не Вы полетите. знаете сейчас английский язык в совершенстве. В совершенстве, да, знаю, но я уже чувствую, что я уже забываю этот язык. Даниил, какие у вас планы на ближайшие 5 лет? Первая цель, чтобы с отличием закончить институт, получить диплом. Второе, может быть, сделать себе гражданство там. Третье, потом, когда вот все это как бы решу, не знаю, параллельно уже чисто заниматься музыкой, уже прям 24 часа просто отдавать музыке и писать свои песни. Потому что если многие думают, что я ничего не выпускаю и как бы нет у меня материала, на самом деле вы ошибаетесь, потому что все это есть. Просто иногда получается так, что не хватает финансов, чтобы сделать. Это все требует как бы денег, это как бы нелегко, а одновременно... Ну да, вот в России, чтобы записать одну песню, во сколько это все обходит? Ну, если делать песню под ключ, Ну, это стоит где-то 90 тысяч рублей. рублей. Да. Если чисто сделать такую какую-то дешманскую песню, там, не знаю, там, с плохим звучанием, то это
можно сделать за, не знаю, 25. Но минимум это где-то вот 30-ка обойдет, чтобы сделать просто одну песню. Про клип я еще не говорю вообще. Понятно. Да, поэтому я хочу, чтобы, если сделать, то сделать все грамотно, чтобы все звучало, чтобы не было просто похоже на просто обычную повседневную музыку, и чтобы она была музыка со смыслом каким-то, с посылом. Я хочу петь песни, которые, не знаю, меняет как-то людей, жизнь людей, какой-то смысл дает в этой жизни. Поэтому и это требует какое-то время и прям какой-то максимальной работы над текстом, музыкой. Спасибо тебе огромное. Дорогие друзья, телезрители, хотелось отметить, что спонсором передачи Имшап Лайв является Мегафон Таджикистан. Есть специальный тариф, который называется «Включайся, смотри». 149 сомон, и все социальные сети бесплатно. Плюс к этому вам дается 15 гигабайтов для просмотра видео в определенных других сайтах, включая YouTube. И плюс к этому все мессенджеры бесплатно абсолютно. Меня зовут Мубарис Усманов. Сегодня у нас был в гостях популярный исполнитель Даниил Рустамов. Спасибо тебе, спасибо твоим родителям в первую очередь. Мы закончим наш сегодняшний разговор традиционно. Твои пожелания нашим зрителям. Интервью получилось таким откровенным, классным. Я думаю, что все люди посмотрят и сделают какие-то выводы. Мои пожелания к тем, кто сейчас нас смотрит через YouTube или там, не знаю, другие какие-то Сайты. да, сайты, платформы, что я желаю всем вам счастья, здоровья и главное, ставьте большие цели и не бойтесь, идите вперед, и у вас все получится. Да, ждем новых побед, ждем много интересных новостей, новых. Ну, в принципе, ты нас удивил достаточно. Ну, теперь ждем много чего авторского, сольного. Ждите, скоро будет. Да, спасибо тебе за то, что пришел сегодня. Это Имшап Лайв. Подписываемся на наш канал и увидимся очень скоро. Хайр.